Более полутысячи тружеников небесной профессии. Пилоты, стюардессы, руководители летних компаний и авиастроители. В день юбилея под единой крышей. Среди них как новички, так и ветераны. Ветеранам это приятно. И молодежи в том плане, что посмотрят и скажут, вот видите, сколько тут было пройдено. Первый самолет над республикой взмыл в суровом 29-м. Отчет истории идет с момента документального утверждения первого регулярного гражданского рейса Архангельск-Усть-Сысольск. Самолетный парк того времени хвастал богатым разнообразием, среди которых были именитые Ан-12 или, как их ласково называли, кукурузники. На десятилетия именно они были самым популярным транспортом в Коми. Дорог не хватало, а вот для посадки «Аннушек» требовалось обычное ровное поле. Поэтому появился самолет в 29 году, выполнил первый рейс. И вот с тех пор все эти необъятные просторы Коми республики бороздят наши самолеты, вертолеты. Сейчас более современные самолеты появились уже и Боинги, и Airbus, и вертолеты более современные, Ми-8, Ми-8 НТВ, Ми-26. В холле филармонии гостей встречает памятный стенд. На нем изображены главные моменты из истории коми-авиации. Вот, например, фотография прилета первого самолета в Усть-Сысольск. Тогда это событие стало настоящим праздником. Судно встречали десятки воодушевленных граждан. Чуть ниже снимок первой коми-женщины-пилота Галины Дубровской. Кстати, фотография сделана сразу после ее первого самостоятельного полета в качестве командира воздушного судна. В то время свою работу начинал и Александр Якименко, работник коми-авиатранса, которому сегодня присвоено звание «Заслуженный пилот Российской Федерации». Свой первый рейс Александр совершил более 30 лет назад. Это более 15 тысяч часов в небе. Иногда пилотировать приходилось и далеко за границей. Тяжело сказать. Оценили, значит оценили. Все туда входит. И выслуга лет, и профессионализм, и допуски на многие типы самолетов, инструкторские допуска, умение обучать. Действующие люди неба особо гордятся повышенным вниманием к будущему пополнению сегодня. В Сыктывкаре основы авиадела можно получить, например, уже со школьной скамьи. В 2 кадетских классах подростки готовятся к поступлению в специализированные вузы, чтобы история продолжалась. Евгения Кладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.